Я родился в Мирзачуле. Это тогда Ташкентская область была. Ну, отец был столяром, плотником, мастер на все руки. Мать растила детей и работала в колхозе, хлопок собирала. Мне было лет 6-7, когда брат приехал с армии, привез альбомчик для акварели. И там были нарисованы девушки на лошадях, просто лошади, какие-то там зарисовки. Но было это так мастерски нарисовано. Я удивился, как так можно простым карандашом такие вещи нарисовать. Я загорелся научиться также рисовать и постоянно ходил с этим альбомом, срисовывал оттуда. То так, у меня ничего не получалось, но постепенно что-то удавалось сделать. И так и пошло. В 9-10 классе учился уже в изо-студии у художника. Я тогда впервые видел художника живого. Но отец категорически против был. Он говорил, художник – это не профессия, деньги на нем не заработаешь. Ну и, короче, он запретил мне ходить в изо-кружок. А когда мой учитель узнал про это, пришел домой, пешком 5 километров прошел и поговорил с отцом. И тогда отец разрешил мне дальше продолжать учиться в изо-кружке, а потом уже художественное училище, институт и так далее. Это много, немало. Если плодотворно использовал вот это время, может быть, это мало, но я не использовал плодотворно. Вот уходил от своей специальности, становился обыкновенным строителем. Сколько времени наше обустройство забрало? Это ужасно много времени. Когда можно было взять и писать картины, мы заливали бетон, фундамент. Все вот это моими руками построено. Мы сами лопатой все это мешали. На это годы уходили. И временами находили время написать еще картины для выставки. Но мне всегда кажется, что я еще не сделал ту работу, которым я мог гордиться и успокоиться. Когда работаешь над картиной, и ты разговариваешь только с холстом, если никто не мешает, это получается интересная работа, и ее зритель тоже ощущает на себе. Как-то я написал картину «Салгир». Но откуда я знал, что эта работа чем-то успокаивает мою супругу? И когда ездил в Турцию по приглашению на полгода, я тогда забрал эту работу тоже на выставку туда. Оттуда она не вернулась, эта работа. А супруга говорит, где эта работа, почему не вернул? Я говорю, а что? Я, говорит, когда смотрела на эту картину, я излечивалась. Когда было мне плохо, я лежала и этой картиной лечилась. Я говорю, а что ты мне не сказала, я бы не увез. Я тебе напишу еще, но хоть как напиши, так же не получится. Вот того состояния души, тех эмоций уже не будет. Это в каждом мазке, это все записано как на пластинке. Когда пишешь работу и начинаешь делать одно, а постепенно картина получается совсем другая. Когда нахожу свободное время,
я могу сам себя вдохновить писать. А если его нету, то урывками нельзя писать картины. Надо находить время. Если цвета правильно смешаны, если цвета друг другу гармонируют, и получаются интересные такие приятные переливания оттенков, конечно, это же самое главное для художника — смешать краски так, чтобы получить удовольствие от полученного цвета. Есть молодые художники, которые действительно занимаются творчеством, и очень интересные у них работы. Вот, и горжусь, что есть такие, что я их знаю, что на моих глазах они развивались. Вот, и есть и такие, которые думают, если я выставился рядом с известными художниками, я уже художник такой именитый. Но это не так. Что быть художником — это упорный, ежедневный труд. Если не заниматься, вот, если краска засохла на палитре, то надо догонять, разжижать, как-то растворять эти краски и по новой продолжать. Поэтому художником быть — это непросто. Трудиться надо постоянно. И я, как говорю своим студентам, карандаш, чтобы всегда был с вами, альбом, чтобы всегда был с вами. Крымско-татарский художник — это само название говорит о том, что он является крымско-татарским художником, и он как бы не обязан, но он старается показать крымско-татарское искусство. Во всех его работах ощущается жизнь и быт крымских татар. Обязательно в их работах можно увидеть уголки Крыма, можно увидеть старые, уже разрушенные дома наших отцов и дедов. К сожалению, эти дома уже исчезают с территории Крыма, но в любом случае крымско-татарский художник, хоть один домик где-то, если сохранился, он старается прийти туда и написать его. Это наша история, и мы должны ценить, гордиться тем, что мы живем в богатой истории крымских татар, Крыму. Я работал от художественного фонда в Тайлике, и там встретился со своей будущей супругой Венерой. Она работала тоже в этом научно-исследовательском институте. Поженились, живем. У меня 3 детей. Все мои дети, они умели рисовать. Что сын, что дочери. Они и сейчас, если возьмут карандаш в руки, они нарисуют. Ну, старшая дочь — художник-проектировщик интерьера. И сейчас, хоть и работает в архиве, она нет-нет выполняет какие-то заказы по ландшафтному дизайну, по дизайну интерьера. Ну, вторая дочь у меня стоматолог. Сын тоже скоро закончит дизайн интерьера и получит диплом. Он уже занимается интерьером. У всех у них по 2 ребенка, вот 6, скоро еще один будет.
внук, наверное. А внуки, вот, особенно вот, две девочки, которые со мной живут, они очень хорошо рисуют, мне нравится. Они смело, как профессиональные художники, имеют свой стиль. Если нарисует просто так, линейно, быстро-быстро, все равно, кого они рисуют, похожи. Мне было интересно, чтобы они были художниками. Но быть художником – это непросто. Посредственным художником лучше не быть. Пусть подрастут, посмотрим, на что они способны. Потом я им посоветую, что делать. Да, я, конечно, снова бы стал художником, но только я бы немножко по-другому расставил бы свою деятельность. Ну, естественно, мы переехали в Крым, очень много времени мы потратили на обустройство. Ну и сейчас стараюсь, стремлюсь писать больше. Да, я мечтаю те работы, которые мои задумки, очень много их, выполнить и сделать прекрасную большую выставку. Есть где это показать. У нас в Союзе художников большие залы. Всегда мечтал об этом, чтобы я всеми своими работами заполнил эти залы. Жизнь человека состоит из 3 цветов, если перевести это на краски. Это красный, желтый и синий. При смешении желтой краски с синей получается зеленый. Желтой краски с красной получается оранжевый. И вот человек тоже для себя свою жизнь смешивает различными оттенками, используя эти краски. А мне бы хотелось, чтобы при смешении моих красок получались звонкие, яркие цвета.